В этом году в первый день весны сотрудники экспертной службы МВД России отметят вековой юбилей ведомства. Криминалисты МВД проводят 46 видов судебных экспертиз, среди которых новые для Ингушетии – компьютерная, фоноскопическая и лингвистическая. Преступников ищут по запаху, откусанному яблоку, звуку голоса, почерку. Вариантов много, главное, чтобы не подвело профессиональное чутье. О том, как развивается экспертное направление нашей республики, расскажет Жаридат Халухоева. Героин – действующее вещество, это диацетилморфин. Вот при диацетилморфин я его обрабатываю в библиотеке. Наркотики, металлы, пищевые продукты, спиртосодержащие жидкости. Делать экспертизу проб этих веществ в физико-химической лаборатории экспертно-криминалистического центра – дело нескольких минут. А здесь за день их проводят десятки. Преступников ищут по ДНК, голосу, почерку и даже запаху. Современная техника позволяет это. Однако существуют экспертизы, на которые научный прогресс практически никак не повлиял. Как и сотни лет назад, составляя фоторобот, криминалисты разделяют лицо на две части, а в дактилоскопии, снимая отпечатки, пользуются порошком и кисточками. Но теперь не нужно скрупулезно перебирать сотни карточек. Компьютер за считанные минуты и с высокой точностью найдет совпадение среди тысяч занесенных в базу вариантов. Или самостоятельно изучит и извлечет цифровую информацию на различных носителях. Вот это у нас прибор, называется UFET, с помощью которого мы подключаем и снимаем информацию, в том числе и закодирование, практически с любых типов телефонов. Все это, подключается и информация извлекается. На сегодняшний день криминалисты МВД проводят 46 судебных экспертиз и 16 видов учетов. Например, это массивная металлическая труба, наполненная волокном, задерживает пулю, не деформируя ее. Сравнивая полученный кусочек металла с образцом, изъятым на месте происшествия, эксперт понимает, из какого пистолета был сделан выстрел. А в этой белой комнате, больше похожей на само логово преступника, вовсю детонируют взрывчатки. Максимально здесь, можно произвести подрыв взрывного устройства до 200 грамм взрывчатого вещества. Также здесь есть приспособление, которое предназначено для подрыва запалов ручных гранат. И у нас есть подрывная машинка. Вот она, подрывная машинка. Эта машинка предназначена для того, чтобы подрывать электродетонаторы. Как рассказывают сотрудники центра, чтобы вычислить профессионального вора, который практически не оставляет следов и лишь однажды забыл на столе надкусанный мандарин, достаточно просто теста ДНК. Подобные и другие ситуации эксперты отрабатывают на тренировках. С виду обычная комната, на самом деле целый полигон для начинающих криминалистов. Здесь можно поучиться не только производить осмотры и снимать отпечатки пальцев, но и найти настоящие следы предполагаемого преступника. Помимо того, что производятся экспертизы, исследования, проверяются объекты по учетам по различным направлениям. Еще и КЦ МВД России занимается научными разработками и ведет научно-практическую деятельность. То есть она, в общем-то, придумывает определенные новаторские методики, которые впоследствии мы уже здесь используем на территориях. В это комплектованное здание центр переехал только в прошлом году, но уже открыто новое для нашей республики направление – компьютерной, фоноскопической и лингвистической экспертизы. В своем составе центр имеет высококвалифицированных экспертов, к ним все больше присоединяются кадры из Ингушетии. Все командировочные когда-нибудь уедут, а оставить центр без, так сказать, своего функционала мы не можем. Поэтому сейчас я упор делаю тут только на местных ребят. К сожалению, иногда тяжело найти специалистов, потому что сейчас все юристы, экономисты. Нам нужен специалитет. С 1919 года экспертная служба начала развиваться. В то время только были созданы первые кабинеты для судебных экспертиз, где работали консультанты из царской полиции. А затем в 20-е создавались научно-технические отделы в уголовном розыске, которые со временем трансформировались в экспертно-криминалистические отделы. Здесь процесс становления сопровождался и рождением самой науки и подготовкой кадров. Но как и 100 лет назад, когда криминалистическая графология и баллистика только зарождались, от их работы зависит
уносят жизни людей. Будет ли найден и наказан преступник, тоже вопрос их профессионализма. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.